Дорога Акколь-Чаек протяженностью в 50 километров на 90% состоит из грунта. В дождливые дни здесь застревают машины, а зимой и вовсе нет проезда. С учетом того, что на промежутке дороги Акколь-Чаек расположено живописное озеро Акколь, сюда часто приезжают туристы. Поэтому минкошцы решили отремонтировать трассу за свой счет. Плюс это единственный проездной путь к отдаленному селу Акколь. С проведением электричества в селу Акколь жить здесь стало немного легче. Как отметил местный житель Кенжебек Дубанов, сегодня лампочка Ильича горит в каждом доме. Тем не менее, у аккольцев все еще есть проблемы со связью с внешним миром, поэтому жители села активно помогают с ремонтом дороги. На дороге насыпают гравий и расширяют их. Добираться туда и обратно было трудно, особенно в дождливые дни. А зимой проехать по этим дорогам было почти невозможно. Поэтому мы передвигались только на лошадях. Теперь, даст Бог, все в порядке. На ремонт дороги муниципальное предприятие Мингуш выделило один экскаватор, один погрузчик и грузовую машину. В настоящее время дорогу расширяют и покрывают гравием. Ранее было решено, что на сложных участках будет использоваться тяжелая техника местных угледобывающих компаний. Обеспечение всех этих машин ГСМ возложено на Айлукмету. По предварительным подсчетам, на эти работы потребуется 1 миллион сомов. Работа действительно тяжелая, техники недостаточно. Я хотел бы выразить благодарность и угледобывающему предприятию Панжер. Они также предоставили нам грузовую машину с фронтальным погрузчиком. Вместе с этими машинами сейчас здесь работает до 5 единиц техники. Также мы хотим обратиться к дорожному предприятию и попросить у них грейдер и другую технику. Проведенная год назад территориально-административная реформа значительно усилила ранее слабые Айлукмету. В результате теперь они могут самостоятельно решать некоторые из важных проблем на своей территории. В сельском округе много нерешенных проблем, но есть и пути их решения. Это потому, что наша Айлукмету Мингуш считается родиной карьеров. У нас достаточно доходов и средств. Однако не все можно решить деньгами. Необходимо знание дела, а также совместная работа местных органов власти и жителей. Также было реализовано около 10 проектов на основе грантов. Такие же инициативы, как и у минкошцев, реализуются и в других частях Нарынской области и становятся хорошей привычкой решать определенные социально-экономические задачи собственными силами и средствами. Халия Душбаева, Бөлөкбай Шеримбеков, Айдин Төлөбеков, ЛТР, Нарынская область.